Сегодня День матери в Польше, сегодня День независимости в Грузии, сегодня День снежного барса на Алтае. В 1232 году сегодня папа Григорий IX впервые отправил в Арагон 2 инквизиторов. Так началась эпоха, которая позже останется в истории под названием Великой Испанской инквизиции. Сегодня, в 1939 году, Адольф Гитлер впервые заложил собственноручно камень, фундамент завода Volkswagen. В 1943 году в Освенциме сегодня были уничтожены более 1000 цыган. В 1953 Маленков сегодня лишил привилегий советских чиновников. Они были лишены спецстоловых, спецполиклиник и спецденежных пособий. В 1994 году сегодня Майкл Джексон тайно сочетался браком с Лизой Марией Престли. А в 1995 году торжественно были сняты сегодня границы между Белоруссией и Россией. Сегодня в 1924 году в Витебске закончились гастроли великой танцовщицы Айседоры Дункан. Далее предполагались гастроли в городе Ленинграде. Айседора Дункан, как всегда на автомобиле, отправилась из Витебска в Ленинград. Недалеко от Витебска произошла крупная автомобильная катастрофа. Дункан сказала: «Я в шоке, меня убьет автомобиль». Как известно, она обладала даром предвидения. 2 ее детей погибли в автомобильной катастрофе, которую она тоже сумела предсказать. И вот через 3 года после Витебского происшествия и предсказания, как известно, садясь в автомобиль, Айседора Дункан сказала: «Прощайте, друзья, я еду к славе». И конец ее длинного шарфа запутался в колесе автомобиля, не стала великой танцовщицы. А вот Витебские губернские ведомости 1905 года за сегодняшний день сообщают о курьезном случае. В храме во время службы у мещанина Боровского в кармане брюк загорелась коробочка с бертолетовой солью для полоскания горла. Случилась паника и драка, пострадали 11 человек. Все они были доставлены в аптеку господина Фридмана. Сегодня пятница, 26 мая, вечерний Витебск. Начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте, привет, Наташа. Привет, Иван. Ты знаешь, что такое бертолетовая соль? Ну, наверное, это что-то, что использовалось для полоскания горла. Вероятно. Ну вот. Ну, вообще интересно, и аптека имени такого... Имени? Я думаю, имени своего владельца. Имени своего владельца. Ну, в общем, да, любопытно. И много всего в этот день произошло. Ну да, мне как-то вообще казалось почему-то, что такой день не очень богатый на события, но потом оказалось, что все-таки он, пятница. как всегда, действительно, все-таки пятница. Все-таки конец пятница, недели, да. Хочется отдохнуть. Ну, я думаю, что сегодня наш разговор, который должен состояться в нашей студии, отдохнуть нам позволит только после того, как он закончится. Потому что вроде бы кажется, вот-вот отдых наступает, скоро конец учебного года. Мне кажется, ой, как хорошо, и взрослым кажется, слава богу, учеба заканчивается. Для кого-то наоборот, детям. самое время думать о том, что будет в новом учебном году. Безусловно. И самое время принимать решения. И именно поэтому я думаю, что сегодняшний разговор будет интересен и взрослым, и детям, и не даст скучать, потому что как раз готовь сани летом, да? Да, в общем, в ближайший час, что называется, звонок для учителя, поэтому раньше мы точно не закончим, оставайтесь с нами. Давайте посмотрим афишу и к разговору. 27 мая белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Принцесса и свинопас». В небогатом красивом королевстве живет молодой принц. Для полного счастья ему не хватает только любимой жены. Многие принцессы не отказались бы от такой участи, но ему нужна всего одна – дочь самого императора. Принц несет красавице самое дорогое – волшебную розу и соловья. Но принцесса привыкла к совсем другим подаркам. Сможет ли любовь соединить людей, которые не понимают друг друга? И сохранит ли принц свою любовь и чистоту, когда перевоплотится в нищего свинопаса? Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония приглашает на музыкальную фантазию по мотивам сказок Корнея Чуковского «Сказки про Бармалея». Это новый вариант истории о приключениях знаменитого доктора Айболита и коварного разбойника Бармалея. Главные герои спектакля пытаются разобраться, где сказка, а где правда, где добро, а где зло. Помогают им в этом добрый доктор Айболит и злой разбойник Бармалей, с которыми герои сталкиваются, начиная свои приключения прямо с городской квартиры. Начало в 11:00. Арт-пространство Толстого 7 представляет выставку живописи Дмитрия Зубова «Дневник». Человек проживает жизнь, погружаясь в калейдоскоп событий, но человеческая память избирательна.
Поэтому люди пишут дневники, сохраняя ощущения от того или иного события, чтобы потом пережить его заново. Выставка «Дневник» стала ретроспекцией, в которой автор попытался показать состояние, чувства и свое отношение к тому периоду, который он пережил в прошлом. Выставка открыта с 10:00. 28 мая Белорусский театр «Лялька» представит сказку «Бука». Малыш-зайчонок капризничает и не разговаривает с другими куклами. Чтобы не сорвать спектакль, артисты продолжат играть, и тем временем во время веселой, поучительной и временами страшноватой игры зайчонок Бука поймет, что настоящих друзей нужно беречь и нельзя обижать. Начало спектакля в 11:00. Витебский краеведческий музей представляет выставку православной книги «В начале было слово». Выставка уникальных православных книг посвящена 500-летию белорусского книгопечатания. На выставке представлено более 50 изданий, среди которых богослужебные книги и книги духовно-нравственного содержания. Самые старые из них – это «Каноник» Киево-Печерская лавра 1739 года и «Евангелие» Почаевской лавры 1758 года. Среди раритетов можно отметить также праздничные Минеи XIX века с крюковой записью, Библию с цветными гравюрами Гюстава Доре, рукописный псалтирь конца XVII века и многие другие. Выставка открыта с 10:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на выставку живописи Андрея Щурка «Край солнца». На выставке представлена серия живописных и графических работ, впечатлений и рассказов о солнце от его большого любителя и почитателя. По словам автора, солнце – это постоянство. Каждый день оно ходит на западе и приходит снова с востока, подтверждая, что все в жизни движется по кругу. Круг – это солнце, а солнце – это жизнь. Выставка работает с 10:00. Итак, сегодня мы говорим о школе и об учебе, несмотря на то, что уже вот прям наступили почти каникулы. Каждая школа особенная. Сегодня мы будем говорить о том, чем особенна средняя школа номер 4 нашего города. У нас в гостях сегодня будет много людей, и вот наши первые гости. Наталья Владимировна Данилова, директор средней школы номер 4, Наталья Валерьевна Козловская, учитель истории этой школы, и Ольга Степановна Зязюлькина, учитель белорусского языка этой школы. И еще она классный руководитель одного специального класса, о котором мы сегодня будем говорить, именно того класса, который и отличает среднюю школу номер 4 от всех остальных, да? Ну, на сегодняшний момент, наверное, да. Ну, расскажите, что же это за класс такой необыкновенный? Итак, в 2015 году в школы Республики Беларусь вернулось профильное обучение. И в этом году мы открыли наш профильный класс педагогической направленности. Вообще в педагогической практике в системе образования Республики Беларусь такие классы открывались еще в 20 веке. И это было связано с тем, что нужно было привлечь внимание к профессии педагога. Сегодня этот вопрос не менее актуален. И, наверное, вот открывая такой класс, во-первых, мы хотели привлечь сюда ребят и помочь им не только постараться не только дать им хорошее качественное образование, но еще действительно развить такие важные качества личности человека, как активность, лидерские позиции, гуманизм, который необходим не только учителю, но просто для успешной социализации. Ну и, конечно же, наша задача еще, чтобы к нам в школу через некоторое время вернулись люди, которые не безразличны, которые целенаправленно идут в эту профессию. Безусловно. Потому что учитель – это лицо школы, это определяющий такой ресурсный, стратегический ресурс развития всего образования. Наталья Владимировна, педагогический класс – это класс, в котором, вот как вы сказали, вы учите детей, готовите их к тому, чтобы они дальше шли в вашей же учительской профессии. Скажите, этот класс, он вообще один у нас в городе, вот подобный класс, или их несколько из Нет, разных в нашем школах? городе класс не один. Есть, да? Есть еще классы в нашем в городе Витебске, но для нашей школы организация работы таких классов это бы впервые, и это, на наш взгляд, такое новое направление в развитии нашего учреждения образования. Да. Дети, которые у вас учатся, вот первый ваш выпуск, вот ваш непосредственно, да, выпуск, он пришел к финалу, можно сказать, к 11 классу, к окончанию 11 класса. Ну, скажите, как вы растили этих детей, и вырастили ли вы их учителями будущими? Ну, дело в том, что, открыв этот класс, мы хотели в первую очередь привлечь мотивированных детей в педагогическую профессию. Мотивированных – это значит тех, которые хотят быть учителями? Которые хотят и понимают, куда они идут, в первую очередь. Потому что дети, каждый день приходя в школу, никогда не задумываются, каков он труд педагога. И во время факультативных занятий
мы знакомимся с историей педагогики, с интересными педагогами, с новинками, даже с методиками. Кроме этого, мы ищем плюсы и минусы педагогической профессии. Выходя из факультатива, мы идем на педагогические пробы, мы посещаем уроки учителей, анализируем их, после чего проводим день дуплера сами. Дети проводят уроки, выбирают разные уроки для того, чтобы попробовать себя и в литературе, и в истории, и в географии. Вот как это у вас происходит? Вы приходите на урок, да? Вам выделяют специальную парту в конце класса, наверное, да? Дальше. У вас, наверное, есть какой-то список, по которому вы должны следить, соответствует ли этот урок, ну вот, например, каким-то требованиям, какая у него тема, все ли правильно преподает учитель, да? Вот расскажите об этом, вот как непосредственно это происходит? Ну вот Ольга Степановна мне тут подсказывает, она пытается девочкам помочь, они все-таки, наверное, готовились к другим вопросам и не были готовы к таким тем не менее. качественным, но это интересно. Ольга Вот, Степановна может ответить подсказывает, Ульяна, что все говорит. организовано. Давай, Так, Ульяна. Ульяна. Ну, на самом деле это происходит немного по-другому. Мы приходим на уроки учителей, чтобы смотреть, как вести наши уроки. Набираемся знаний, смотрим, как они взаимодействуют с детьми. И затем, когда мы уже проводим уроки, они садятся на задние парты и смотрят, где мы ошиблись, где подсказать и Нет, ну, направляют. мне интересно, ну а хорошо, но все равно вы же люди. Вот вы дети, пусть ученики, но вы же люди. И, естественно, вы для себя понимаете, вот здесь вот как-то мне не очень нравится. Но вы постесняетесь это сказать или скажете? Думаю, скажем. Скажете, да, Наталья Валерьевна? Вообще это таких ошибок здорово. очень мало. Это так приятно, когда дети вот действительно понимают уже на педагогической профессии, факультативном занятии. Они четко знают этапы урока, как ведется урок, где, как. Вот, когда ребенок смотрит твой урок, он понимает прекрасно, что вот здесь вот начало урока, вот здесь надо вот вопросы, вот здесь какой-то еще этап. Это здорово. И когда мы потом, в принципе, это такое совместное действие. Это и мы потом действительно обсуждаем. очень И это здорово, интересно. если Ну это да, так. бывает и у учителей какие-то, возможно, проблемы, но это же здорово, когда можно сказать, да, вот здесь вот я вот не успел то, а вот тут вот можно было сделать по-другому. И, в принципе, наоборот, это радует, когда дети на выходе уже могут это сделать вот действительно, и где-то даже подсказать, со стороны виднее всегда. Хотя это, наверное, не является самоцелью или да, целью, да. да, проанализировать, потому что это такое совместное творчество учителя и ученика. Потому что не все выпускники нашего класса станут педагогами, не все пойдут в педагогическую профессию, но все не станут родителями. Это тоже важно, потому что сейчас мы воспитываем будущих родителей. С пониманием что такое труд учителя, насколько это легко, либо не очень, как это прийти в класс, и действительно, каким должен быть и ученик, и учитель, для того, чтобы процесс обучения приносил удовольствие и способствовал тому, чтобы и ученик стал успешным человеком, и учитель получил удовольствие от своего труда. Я знаю, что вот девочки, которые у нас сегодня здесь, по-моему, Ульяна, да, ты выбрала белорусский язык для себя, Вика выбрала историю. Ну вот давайте, Вика, расскажи, почему история, и вот у тебя портфолио там лежит, да, на коленочках. Что там у тебя? Ну, я выбрала историю, потому что это, безусловно, всегда интересно узнавать что-то новое, новые факты, новых личностей. И я считаю, что от меня будет зависеть, насколько люди будут знать свою историю и сохранять исторические и культурные ценности своей страны. Ты пойдешь, ты будешь учителем истории. Да. Ну, это потому, что у тебя Наталья Валерьевна такая Да, прекрасная. безусловно, она приносит огромный вклад, и она служит для меня примером учителя, который действительно может всегда выслушать, подскажет, который всегда знает, ну, о чем говорить, и действительно знает свой предмет на отлично. А вот эта красная папочка, которую у тебя, позволь, я ее возьму, что в ней и для чего она нужна? Это мое портфолио для того, чтобы Давай я я буду показывать нашим телезрителям. могла пройти собеседование. Безусловно, здесь собраны все мои работы, мои дипломы и все, что я делала с 10 по 11 класс. То есть все давайте мы твои труды. уточним. Если учится ребенок в педагогическом классе, и он дальше идет в педагогическую профессию, у него есть привилегии, да? Да, да. То есть дети могут поступать без тестирования, только по собеседованию в педагогический вуз, на педагогическую именно специальность, с отработкой в 5 лет после окончания. Но, тем не менее, имея представление о педагогической профессии, имея свое портфолио с педагогическими пробами, с проведенными уроками, с посещением детского дома, они готовы к этой профессии и готовы вступить на путь педагога.
Наталья Валерьевна, а у вас вот одна такая ученица в этом классе, которая по вашим стопам пойдет? Нет, будет еще несколько. У нас, в принципе, и 10 класс педагогический тоже, они тоже делают, вот как бы занимаются и стараются вот уроки проводить даже в 5 классах, например. Это очень здорово, потому что вот этот вот принцип все-таки равный обучает равного очень действует хорошо. Да, и детям интересно, когда об истории, например, Витебска, пятиклассники у нас вот факультатив есть, юные краеведы, об истории Витебска рассказываю не я им, а рассказывают, например, учащиеся педагогического класса, проводят для них квесты, проводят для них какие-то мероприятия. Это очень здорово, и детей это вдохновляет. И ну, видно огонек и у тех, кто проводит, и у тех, кто слушает. И это дает очень хороший результат. Вот, в увеличении Скажите, пожалуйста, воспитания. извините, что перебиваю. Если не ошибаюсь, при поступлении надо еще рекомендации из школы, да, наверное, для... Рекомендация педсовета. И Ну, и педсовет, наверное, подводит итоги того, как человек все это время учился, как он старался, как он собирал портфолио, как он готовился к этой Какую профессии. активность он проявлял. Ульяна, а твой Теперь твое портфолио, будущая да, твоя полистаем. профессия это учитель белорусского языка, да? Да. Я хочу стать учителем белорусского языка, потому что я очень люблю и свой язык. Также я хочу, чтобы люди поняли, насколько он красив и необычен. Также вот маленькие дети. Если прививать любовь к языку с самого начала, то они будут считать частью своей жизни его и очень его любить. А ты вела уже уроки? Да, А в я каких классах? вела уроки в 5 классах по белорусскому языку и литературе, и также в 5 классах по истории. Ну и скажи, пожалуйста, вот как тебе 5 класс, это же дети сумасшедшие, это же дети, которые ведут себя плохо, которые не слушаются. Тут к ним пришла девчонка, вот как они там, как Ну, ты их знаете, держала? Бывают разные классы, вот некоторые очень-очень шумные, а некоторые очень спокойные. Но в классах всегда есть люди, которым это интересно, которые всегда отвечают на вопросы и слушают очень внимательно. И смотря вот именно на таких детей, хочется продолжать вести урок. Правда? А вы знаете, что ты делаешь с непослушными? Я пытаюсь их заинтересовать, нахожу что-нибудь такое, что им было бы интересно. А если такого нет, то пытаюсь подать какой-нибудь пример, чтобы они следовали. Ну, например, какой ты можешь подать пример? Ну вот, допустим, есть лучший ученик в классе. Спросить ему вопрос по белорусскому языку, и как он на него ответит, и показать этот пример другому ученику. Ну, ты, наверное, будешь хорошей учительницей. Спасибо. Интересно, вот они уже изобретают, у них есть уже, да, какой-то педподход. У них есть жилка, поэтому эти дети, наверное, идут. И Да. знаете, в эту еще профессию. это же ответственно и каждому учителю вести урок в таком классе. Когда дети уже знакомы вот с основами педагогической Да, профессии, да. то здесь уже не надо и организовывать вот эти встречи и организовывать специальные уроки. Они, выходя из урока, часто вот обсуждают уже, получилось, не получилось, а вот. То есть это действительно Как вы себя ответственно. чувствуете в это время? Вот, ну, хорошо, вот вы там сидите, Ну, там что-нибудь в обсуждаем. журнале пишете и слышите, как они выходят и обсуждают. Вы знаете, это радость того, что дети думают, наверное, немножко по-другому, чем другие дети. Что они задумываются вот над тем, что было на уроке. Это же очень главное, чтобы они запомнили урок. Да. И если они его анализируют, неважно с какой стороны, но Ну, что-то значит, осталось. да, значит, Заронили осталось, там да, зерно. то, что нужно было, да? Да, вообще это здорово, конечно. И нужно сказать, что вот когда они предлагают свои идеи, иногда, я, например, всегда открыта на уроках, если они предлагают что-то провести, это же здорово, когда это можно что-то вот сделать, и что-то провести, и дети идут навстречу. Это здорово. А ошибок, мне кажется, у нас в школе никто не боится Это же ошибок. в помощь Только свободные люди не боятся ошибок. Это тоже здорово. Вот И листая портфолио, я дети, знаете, о что чем росли подумал? свободные. Многие могут посчитать, что это за поблажки такие для педагогических специальностей. Как так, без экзаменов и рекомендация? Ну, рекомендацию можно получить, наверное, это несложно, хорошую. Но вот проглядывая все то, что здесь собрано, я понимаю, что вот это тоже огромный труд. И, например, вот конкретно у Ульяны здесь участие в различных благотворительных акциях, участие в конкурсах, собраны какие-то, наверное, рефераты, исследования. Здесь, правда, наверное, это все в краткой форме. Огромное количество дипломов. Вот это тоже все немалая работа. И получается, за какое время до поступления, то есть этим надо уже заниматься? Это же не за год все, наверное, собирается. 2 года дается 2 года. только. 10-11 И вот за 2 года собирается вот такая папка, вот такая, как, например, здесь.
в общем, мне кажется, может быть, даже и посложнее стало. И какое-то, да, определенное количество баллов у них должно быть Да. при поступлении, не менее скольки, да? Значит, аттестат должен быть от 7 и выше баллов. Средний балл. И, Ну да, нет, не средний. средний балл, а в аттестате должны стоять отметочки не Ага. ниже 7 Мгм. баллов. Мгм. И профильные предметы, которые сдаются, Мгм. должны быть не меньше 8 баллов. Мгм. То есть это действительно... Да, это не Высокий так уровень. не Да, так уж не и так. мало. И учитывая, Это много. скажем, престижность педагогической профессии, я в данном случае, несколько в кавычках говорю, не со своей стороны. Я очень уважаю труд учителя, и я знаю, что это нелегкий труд. Но периодически мы знаем, что с течением истории Да. учительский труд, он действительно то ценился очень высоко, то совсем он как-то не ценился, хотя это абсолютно неправильно. И вот этот престиж профессии надо действительно поднимать. И я вот вас слушаю, и очень приятно, что вот этот огонек, о котором вы говорите, он горит и у них в глазах, и у вас. Это же самое-самое важное, чтобы вот этот интерес был, и чтобы уважение это было к людям, которые, я не знаю, да, себя отдают, конечно, детям и этой профессии. Я вообще считаю, что результат будет только тогда, когда творческий учитель передает ученикам, или он мотивирует учеников и показывает, что в педагогической профессии есть место успешным людям, есть место, и здесь можно, действительно, вот все гости, которые были в этой передаче, педагоги, да, это все успешные люди, кто до нас приходил, мы видели, это люди, которые сделали себе имя своей работы. Если мы едем по городу Витебску, мы видим на баннерах, да, мы видим учителей, которые действительно принесли доброе имя и своим учреждениям образования, и городу, и республике. И это пример для учеников, что педагогам быть престижно. И Наталья Валерьевна не просто учитель истории, она еще и руководитель школьных клубов дебатов. И вот в рамках дебатов мы часто обсуждаем и эти проблемы, и другие проблемы, которые сегодня волнуют общество, актуальны для наших учеников. И одна из проблем – это тоже престиж педагогической профессии. И на этих дебатах, да. Да, и в принципе дети очень хорошо отзываются, и они видят. Так Вот это то, это что они всё, видят, да, извините, они то, что большую они часть видят, своей да. жизни они видят работу учителей. Да. 17 лет они заканчивают школу, 11 из которых они в школе. Большую часть своей жизни к моменту окончания школы они видят что? А Как еще работает учитель. Но Да. не задумываются об этом. И Так только вы же их педагогический класс заворачиваете на дает это дело. возможность задуматься над Задуматься. тем, вот чего они ходят в школу и Мгм. что делают учителя для И них. зачем они туда И уходят? еще это возможность уметь сказать открыто о том, вот что ты думаешь, как ты думаешь, вот как бы ты свою точку зрения высказать, это тоже очень важно. На сегодняшний день, к сожалению, есть такая тенденция, когда молодежь, не говорит то, что думает, Да. да, и боится И это вообще сделать. не говорит. Или говорит то, что удобно, и что хотят от удобно. нее услышать. А здорово, когда дети говорят то, что они думают, и то, что они... Это вообще самое главное. Это растит свободную личность, Да. воспитывает. И действительно, в конечном итоге прекрасно, если они станут хорошими учителями. Но если эта профессия когда-то изменится, и так бывает, но они станут свободными людьми, которые смогут в любой профессии себя найти. В вашей школе 55 лет, я знаю, в этом Да, учебном да, году. да. Мы вас поздравляем. У нас есть небольшой сюжет про вашу школу. Давайте мы прямо сейчас посмотрим и вернемся в студию уже с другими гостями. Какой должна быть современная школа, чтобы в ней хотелось учиться? Чтобы ее заканчивали востребованные и талантливые выпускники с мотивацией и стремлением к познанию мира, освоению профессий и поиску себя в жизни. В школе ребенок проводит немало времени, значит, его пребывание там должно быть увлекательным и полезным. Школа должна давать возможность каждому ученику проявить себя, найти свои сильные и слабые стороны, научиться мыслить и делать ответственный выбор. Должна поддерживать творческих и инициативных, помогать и направлять того, кому нужна помощь. Средняя школа номер 4 всегда открыта к новому. За 55 лет здесь появились свои традиции, собственные образовательные практики и методики, сложился уникальный коллектив. Сейчас в 4-й школе работают преимущественно учителя 1-й и высшей категории, кандидат наук, 7 магистров наук. 2 учителя являются лауреатами специального фонда президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов. Сегодня учреждение образования активно развивается, меняет подход к ученикам и меняется вместе с ними. Школа активно работает над улучшением своей материальной базы, она оснащена всеми современными средствами, которые используются в обучении.
Классы оснащены интерактивными досками, планшетными компьютерами, проекторами. Уроки уже стали более интересными, понятными и, конечно, эффективными. Обучение в школе можно разделить на 3 основных этапа. На первой ступени обучения младшие школьники познают окружающий мир. На учебных и факультативных занятиях малыши проводят исследовательскую работу, ставят удивительные эксперименты, разрабатывают, представляют и защищают свои проекты, участвуют в творческих конкурсах и даже создают мультфильмы. Ребята с удовольствием собирают и программируют роботов на занятиях по робототехнике. Подобные уроки не просто увлекают за собой юных школьников, но и помогают понять основы происходящих процессов и устройства работающих механизмов. А еще с особенным интересом здесь проходят родительские уроки. Ребята не просто погружаются в удивительный мир профессий, но сами могут во всем поучаствовать, научиться тому, что обязательно пригодится им в жизни. На второй ступени обучения начинается настоящая допрофильная и профессиональная подготовка. Возможности школы существенно расширяют факультативные занятия. Это могут быть дополнительные уроки предметной, спортивной, эстетической и воспитательной направленности. Очень важно сформировать у ученика нравственные качества, привить любовь к труду, позволить развиваться творческим и интеллектуальным способностям. Впрочем, эти принципы проходят через весь учебный процесс. В 2015 году 4-я школа, первая в области, открыла классы педагогической направленности. Занятия в профильных классах проходят уже на 3-й ступени обучения. Учащиеся могут изучать физику и математику, биологию и химию, обществоведение, белорусский, русский и английский языки на повышенном уровне. Проводится и специальный факультатив «Введение в педагогическую профессию». Окончив такой класс, выпускник без труда сможет стать студентом педагогического вуза. Выпускники 4-й школы становятся не просто конкурентоспособными абитуриентами, но и личностями, целеустремленными, ответственными, коммуникабельными, умеющими самостоятельно принимать решения и быть готовым нести ответственность за результат. Ребята участвуют в неделе детских инициатив, пионерском проекте «Гонка за лидером», соревнуются в конкурсе «Класс года» и «Ученик года», школьном Евровидении, на фестивале ораторского искусства, спорят на дискуссионных дебатах и в киноклубе, занимаются в театральном коллективе «Тест» и в студии эстрадной песни «Белорусские зорки». 4-ю среднюю школу по праву можно назвать одним из лидеров образовательного процесса, в котором заняты замечательные учителя и замечательные дети. Возвращаемся в студию. Татьяна Евгеньевна Кириллова к нам присоединилась, заместитель директора по учебной работе. Рядом с Иваном сидят ученики Мария и Тимур. Ну и сейчас мы, наверное, поговорим о начале школьной, я не знаю, жизни. Да. О начальной школе. Татьяна Евгеньевна, это ваш участок работы, да? Первая ступень образования, начальная школа – это та основа, на которой будет строиться дальнейшее обучение детей. И, конечно же, мы все понимаем, что эта основа должна давать прочные знания. Но в то же время мы хотим, чтобы жизнь наших детей была построена не только на одной учебе, она должна быть еще очень яркой, эмоционально насыщенной, увлекательной и, конечно же, неповторимой. Поэтому девиз начальной школы, который мы выбрали вместе с учителями начальных классов: «Детство одни не торопите, детству радость подарите». Поэтому наша начальная школа – это школа радости. И мы строим свою работу на принципах педагогики сотрудничества, когда развиваются способности детей, и мы считаем, что каждый ребенок неповторим. Поэтому свое обучение мы строим именно на развитии личностных качеств учеников. А как же дрессировка? В начальной школе они же должны от сих до сих. Буквы надо выучить, читать надо научиться, считать надо научиться. Это как же? Как? Мы такое знаем, что это дрессировка в начальной школе должна быть. Ну, вы знаете, что, конечно же, для ученика начальных классов главный авторитет – это авторитет учителя. Да. Поэтому наши учителя – это мастера своего дела, которые имеют колоссальный творческий потенциал, которые владеют современными инновационными
методиками развивающего обучения. Скажи, дрессировка это Поэтому далеко не инновационная они методика. строят учебный процесс так, чтобы детям было увлекательно и интересно, и чтобы желание идти в школу и желание учиться было превалирующим для них. Да, это А вот важно скажите, идти в хорошо, школу хотеть. как тогда сделать, чтобы это было интересно, чтобы ребенок не пришел, сколько в начальной школе, 45 тоже, да, минут длится урок, и просто ему на доске рисовали, а он повторял эти буквы. Вот как сделать интересно? Но вы знаете, что если в школе существует определенная традиция, это уже говорит о том, что в школе сложилась система. Традиция начальной школы для нас, но это всегда первый праздник для учеников, это посвящение в первоклассники. У нас проходят тематические недели по буквально всем предметам учебной программы, во время которых проходят интеллектуальные турниры, конкурсы, для того, чтобы заинтересовать ребенка и позволить ему углубиться в предмет и развивать его познавательную активность. То есть вы хотите сказать, в Это- начальной школе у вас проводятся интеллектуальные турниры для деток 6, там, 7, 8 лет. Ну, не 6, конечно, да, у нас. И 7-леток, и 8-леток, то есть с 1 по 4 класс. Ну, и и маленькие вот дети тоже объясните первоклассники мне, начинают в них интеллектуальный участвовать. турнир. Это вот что это? Это они интеллектуально рассказывают Корнея Чуковского, например, или они... Но это в зависимости от того, по какому предмету этот интеллектуальный турнир проходит. Несколько лет назад, строя взаимодействие с родителями, у нас проходили даже интеллектуальные турниры с участием родителей учащихся. И команда родителей и команда детей соревновалась между собой вот в интеллектуальном И скажите, все-таки команда знании. родителей проиграла. Бывало так. Ну, по сценарию жанра, да. Послушайте, сейчас мы всех напугаем. Страшно идти к вам в школу. Заставят родителей участвовать в интеллектуальном турнире. Да? Но, знаете, не заставят, а мы говорим родителям о том, что работая вместе, и когда мы вместе, мы можем создать оптимальные условия для того, чтобы нашим детям в школе было интересно. И что школа – это не просто учреждение, где учатся их дети, это дом, где, как мы сказали ранее, дети проводят 11 лет своей жизни. И поэтому у нас интересная форма работы с родителями, это наша такое, ну, это наша форма, которую мы несколько лет назад стали применять в работе с родителями, это проведение родительских уроков. И это очень востребовано. Что такое родительские родительский уроки? урок – это что-то связано и с допрофессиональной подготовкой детей. Это, во-первых. И второе – это возможность показать ученику, вот это моя мама. Я ей горжусь, потому что она рассказывает для всех детей. есть мама это когда ведет урок родители чья-то. учеников Или папа. Ну, или папа, да. Или даже родители бабушка. учеников приходят в школу для того, чтобы провести свой родительский урок по той профессии, А на представителями какую тему? которой по профессии. они являются. Ага. И поэтому это очень востребовано для детей, это очень интересные, и это всегда действительно познавательные уроки, которые в памяти и родителей, и учеников. Поэтому Ну, безусловно, конечно, я представляю себя в классе своего ребенка, ведущий урок по телевизионному мастерству. я думаю, это было бы интересно. Не знаю. Я, конечно, шучу, я хотела сказать, но у нас же есть дети. И я так понимаю, что мы у Тимура, да, можем спросить об интеллектуальных турнирах. Это его тема? Ну, одна из форм развития познавательной активности учащихся – это исследовательская деятельность. В начальной школе существует исследовательское общество «Смартик», так называемый филиал школьного общества «Смарт». В этом году на конференции исследовательских работ 18 учеников начальной школы участвовала в ней, и тематика работ была очень разнообразной. Это и доломит, это вредные ешки, это почему идет снег. Всевозможная тематика. вредные ешки, вредные ешки это еще не понятно. интеллектуальный турнир, это научная деятельность. Это Простите научная меня, деятельность, пожалуйста, это уже Тимур. да, другое направление Я уже работы. даже не могла себе представить. У Тимура была очень интересная тема, вот он Тимур, расскажет там сам. что-то про Расскажи. доломит, расскажите нам. Чем вы занимались? Подожди, какой темой-то он Ну, занимался? так я и спрашиваю. Ну, пожалуйста, Тимур, расскажи.
Исследовательской деятельностью я стал увлекаться со 2 класса. В прошлом году я исследовал, как можно получить радугу в домашних условиях. В этом году тема моей работы – магическая сила слова. Слово? Слово, да. Ну-ка, расскажи нам про магическую силу слова. Нам здесь на телевидении это очень важно. Понимаешь, Нам мы этого слов иногда не хватает. говорим. Не могу тебе сказать, какое количество. Хотелось бы обладать и магической силой, произнося их. Меня заинтересовал вопрос, как может повлиять слово и наши мысли на окружающий мир, на человека. Я провел эксперимент о влиянии слова на воду и все, что находится в ней. 3 банки с рисом залил водой. Банки радости говорил хорошие, добрые слова. Банки злость плохие, грубые. К банке безразличия не подходил и ничего не говорил. В процессе моего исследования я узнал потрясающие факты. В банке радость не появилось никаких образований, но рис покрылся тонким слоем пленки. В банке злость крупное образование, запах гнилостный, кислый, рис сгнил, местами черный. В банке безразличия появилось больше всего плесени. Значит, забвение, отсутствие внимания еще больше я, чем обида и оскорбление. Тимур, я считаю, что это твоя научная деятельность достойна, я не знаю, увековечения в специальной литературе научной. Тимур, скажи, пожалуйста, а кому досталась банка со словами, точнее, с рисом, которому ты говорил гадости? Можешь не отвечать. Мне интересно про радугу в домашних условиях. Во-первых, зачем? Во-вторых, как? Ну, что ты делал? Вот это было в прошлом году, Это да? в прошлом году, когда во 2 Ну, расскажи нам был немножко Тимур. про радугу. Я сделал несколько экспериментов. В первом эксперименте я на дрель поставил такой круг, и там были все цвета радуги. И я ее включил, и я увидел, что цвет поменялся и стал белым. Во втором, когда светило солнце, надул мыльные пузыри, и в них я увидел радугу. А в третьем я капнул лак на воду, и там появилась пленка, и в ней я увидел радугу. Умница, молодец, научные исследования. Сколько тебе лет? 9. 9. Тимур в 3 Дай бог классе. здоровья тебе и твоим учителям. У И нас папе терпения все-таки Тимур за дрель уже взялся. Маша у нас да. еще здесь. Посмотрите, Маша еще не успела рассказать про свою научную деятельность. Но твоя деятельность – это чтение, да? Да, Машина деятельность связана с формированием информационной грамотности. Все мы живем с вами в век стремительно меняющихся информационных технологий, обилия гаджетов, поэтому сейчас очень актуальна проблема, как привить детям интерес к чтению и любовь к книге. Вот эта проблема стала перед нами несколько Безусловно, лет мы назад, говорим когда об этом когда мы в наших увидели, что программах дети тоже. наши плохо читают и не хотят читать, скажем так. И тогда, извините, перебиваю, да, возникла еще одна традиция школы – это проведение фестиваля чтения. Это замечательная традиция. Маша читает Это хорошо, я так расскажу. понимаю. Правда, Маша? Расскажи о своей деятельности. В нашей школе проходит каждый год для учеников 1-4 классов фестиваль для любителей чтения под девизом «Читайте с нами». Во время фестиваля проходят поэтические чтения, конкурсы знатоков детской литературы, презентация любимых книг. И еще есть такой конкурс рисунков. Там можно любое сделать рисунок из любимой твоей книги. Там еще Про лэпбуки расскажи, Маша. в этом году ученики 3 классов подготовили для малышей интересное путешествие-презентацию по сказкам Корнея Ивановича Чуковского. Мы познакомили малышей с лэпбуками. Это такие интерактивные книжки-раскладушки, изготовленные своими руками, поделились секретами их изготовления. Учащиеся 2 классов пригласили всех на выставку творческих работ. А 1 классы провели марафон сказок. Все желающие попробовали себя в роли поэтов. Лучшие стихи с иллюстрациями к ним украсили фойе школы. Ну, я так понимаю, Маша, что ты, наверное, в 3 классе учишься? Да. Поэтому ты говоришь, что малышей вы познакомили. И вы сразу чувствуете, что Маша читает. У нее речь развита, богатая речь. Да, молодец, хорошо.
хорошо развиваются дети в вашей школе, и я так предполагаю, что вот эта вот традиция начальной школы, она плавно идет, переходит в среднюю и в старшую, в те самые педагогические классы, которые потом на выходе нам дают. Вот это есть вариант до профессиональной и до профильной подготовки, начиная уже с первой ступени обучения детей. Вы знаете, у нас есть тоже, я не знаю, ученик начальной школы Александр Коренман, у которого есть своя собственная рубрика у нас в передаче. Вот он сходил в вашу школу и поговорил с учениками вашими. Давайте прямо сейчас посмотрим, как у него это получилось. Друзья, привет, это «Попади в телек». Мы сегодня приехали в 4-ю школу, чтобы посмотреть, чем она живет. Пойдемте. За что ты любишь свою школу? За то, что мне весело. Почему? Кто тебя веселит больше всего? Мои друзья. А учителя веселят? Да. За то, что у меня школа очень хорошая. А за что? Почему она хорошая? Добрая учительница. Какая самая добрая учительница? Самая добрая? Лобанова Светлана Анатольевна. А почему? Потому что она хорошие оценки ставит. Всегда. А вы хорошо учитесь? Да. Ты тоже хорошо? Да. С каким лицом ты идешь в школу? Вонючка. Покажи свое лицо, которым ты идешь в школу. А когда не хочется рано вставать, с каким лицом? Что ты делаешь? Расскажи. Это портрет совы? Или кто там? А, это кот. Слушай, ну, ты сам нарисовал кота? Да. Очень круто. Знаешь, кем ты будешь? Тату-мастером. Очень похоже на татуировку кота. Скажи, пожалуйста, один вопрос, я задаю его всем. За что ты любишь свою школу? Друзья есть. Настоящие друзья. Что это такое? Это спиннер. Как? Спиннер делаю. Спиннер? Да. А что это такое? Ну, это такая штука, которая... Антистресс, короче. Подожди, объясни, можно меня успокоить этой штукой? Ну, кроме того, как ударить ею. Думаю, что нет. Мы сегодня просто пришли застать тебя врасплох одним вопросом. За что ты любишь свою школу? Ну, я думаю, из-за того, что... Здесь можно делать спиннеры. Да, здесь можно делать все, что угодно. Друзья, вот так проходит сонный час в школе. Все спят, поэтому я говорю шепотом. Да ладно, вообще не буду им мешать. Просто за что ты любишь эту школу? Тут много всяких кружков. Ну вот ваша любимая учительница или учитель? Педагог. Давайте в общем, педагог. Мой классный руководитель Чичкалова Людмила Николаевна. Понятно, кому нужно поставить хорошую оценку? И это мировой рекорд. Мы вас поздравляем. Вы едете на сборы в Италию. Как вас зовут? Евгений. Евгений, за что ты любишь свою школу? За то, что там хорошие учителя. Да. А кто твой самый хороший учитель? Наталья Антоновна. Все, давай ей передадим привет. Все. Как у вас дела? Хорошо. Отлично. А что вы вместе сидите? У вас тесто жених и невеста, что ли? Нет. Скажи, пожалуйста, за что ты вот любишь свою школу? Ну, не знаю, за все. Ну, нравится. Да. Ну, ребята хорошие, дружные? Да. Девочки красивые? Да. А вот та, что слева от тебя? Нормально. Скажи, пожалуйста, за что ты любишь свою школу? Я люблю, что она веселая, и там можно все изучать, что угодно. Вообще все? Ну вот и математику, и чтение, и Ну, а ты хоть что-нибудь начала изучать уже? математика. Остальное пока не берешься, да? Я и письмо еще. Ты что, баллотируешься в депутаты, что ли? Скажи Нет, честно. нет. Собирался вообще на выборы? Может быть. В каком году? Слушай, пожалуйста, вот скажи, вот если бы тебе предложили что-то изменить в школе, изменить что-то новое придумать, что-то ввести в своей школе, что бы ты предложил? Ничего. Все хорошо. Все хватает. Чтобы в буфете продавал все бесплатно. В буфете? Да. А что тебе больше всего нравится в буфете? Ну, смаж. Смажни, что еще? Сосиски в тесте. Сосиски в тесте? Вы любите покушать, да? А я бы добавила в школу, чтобы было больше предметов всяких. Еще больше учебы было? Я бы хотела слушать хип-хоп музыку. Чтобы был такой предмет – история рэпа. Да! А хотели, чтобы в школе был диско-клуб? Да! Я бы установила горки на лестницах. Горки налить, то есть чтобы можно быстрее скатываться, да? Как ты считаешь, чего не хватает в школе номер 4? По-моему, всего хватает, здесь все замечательно. Чего бы вы хотели, чтобы в столовой внесли в меню? Мороженки. Мороженки? Почему бы и нет? Что еще? Чтобы был шведский стол. А, просто шведский стол, да?
Друзья, вот такая вот клевая, дружеская, веселая, разрывная атмосфера в 4-й школе города Витебска. И мне даже немножко захотелось вернуться в эти годы. Но что мне уже сделать? Машины времени нет, поэтому желаю всем просто хорошо закончить этот год. Пока. Опять из школы возвращаемся к нам сюда, в студию. Татьяна Геннадьевна Подрезенко у нас появилась за столом, заместитель директора по воспитательной работе, и Алисия Дмитриевна Астахова, учитель трудового обучения средней школы номер 4 города Витебска. Ну и, конечно, детей тоже сразу представим. Там возле Ивана у нас есть Валерия и Артем. Давайте немножко сначала со взрослыми поговорим. Поговорим сейчас о ваших детях и о том, чем вы занимаетесь за уроками, потому что, естественно, что школьная жизнь почему-то в нынешних школах часто мы сталкиваемся с тем, что дети пришли, поучились и пошли домой. Но детям действительно очень хочется, чтобы детям было интересно в школе, чтобы им хотелось не только уроки учить, но и заниматься чем-то еще. Чем еще занимается школа номер 4? Ну, в школе номер 4, как вы сегодня уже услышали, очень много интересных дел и проектов. Но, конечно же, когда-то, несколько лет назад, мы пришли к выводу, что нам необходимо делать акцент на формирование лидерских качеств учеников и на развитие школьного самоуправления. И вот с этого момента у нас возникли новые традиции и новые направления работы. Да, Татьяна Геннадьевна? Ну да, например, хочется рассказать, наверное, о том, что уже второй год у нас проходит конкурс социальных мини-проектов среди учащихся 4-11 классов. Ребята в начале года презентуют какие-то проекты, которые планируют реализовывать в течение учебного года, а в конце года мы принимаем отчет, как они были реализованы. Но хочется сказать, что в этом году были очень предложены разные темы, и победителем этого конкурса проектов стал проект «Дети одного солнца». Ребята 4-х классов осуществляли такую шефскую помощь над детьми-инвалидами, которые обучаются в начальной школе на дому. Они проводили с ними на дому игровые программы, готовили сценарии и помогали им отмечать их дни рождения. Интересно также был представлен проект «Не прервется нить поколений». Это ребята 5-х классов посещали областной дом инвалидов и престарелых и проводили для них и конкурсные программы, и концерты. Помогали им читать литературу, потому что не все уже люди хорошо видят. Для учащихся детского дома проводился новогодний праздник. Пусть Новый год приходит в каждый дом. Ребята подготовили подарки для воспитанников детского дома, подготовили им концертную программу, мини-спектакль. В общем-то, конечно, такие мероприятия позволяют детям и раскрыть свой творческий потенциал, и формировать свою активную жизненную позицию. Ну и, наверное, пионеры. Вот это такие самые активные ученики. Я хотела, извините, вам просто сказать, что чувствуется, что у вас школа с педагогической направленностью. Смотрите, вот эти социальные проекты, они у вас ориентированы на такие замечательные, необходимые дела. Они необходимы и тем, на кого они направлены, безусловно. Вот, то есть вы пошли в детский дом, пошли в дом инвалидов, но и с другой стороны и детям, которые этим занимаются. Послушайте, это же такое, действительно, ну, это так, я думаю, что даже, может быть, где-то и какие-нибудь родители побаивались, что вот как это мой ребенок, он пойдет туда смотреть на вот такие вещи, которые, возможно, ему не по возрасту, но с другой стороны, да, это же воспитывает как личность, то есть это все направлено на воспитание личности. Это очень здорово, правда, и мой вам поклон за то, что вы детей своих вот таким вещам учите с детства. Это очень правильно. Ну, это, знаете, в рамках такой одной образовательной линии, где сначала учебное занятие, потом факультативное занятие, а потом социально значимая деятельность. Это вот, наверное, такая хорошая модель, которая от урока к социально значимой деятельности, которая предполагает практическую направленность и действительно формирует такие важные качества человека, которые необходимы, кем бы человек ни стал. Конечно. Давайте про пионерскую деятельность. Я вас перебила, а то у нас совсем мало времени уже стоит, чтобы дети успели рассказать. Проблема в том, что пионеры есть везде, их очень много, это вообще как бы авангард. Да? Но не всегда они знают даже историю своей пионерской организации, не всегда знают, какими полезными, интересными делами они могли бы заниматься. И поэтому в этом году мы запустили такой пионерский проект для учащихся 5, 6, 7 классов, который называется «Гонка за лидером». Но мне бы хотелось, чтобы ребята сами рассказали о том, что это такое. Валерия, да, может рассказать? Давай, Лер, мы слушаем тебя. Конечно, в этом учебном году наш класс победил в этом школьно-пионерском проекте «Гонка за лидером».
А в 6-й школьный день в рамках этого проекта были проведены квесты, игровые программы, конкурсы, направленные на изучение истории и традиций пионерской организации, законов пионеров, истории города, биографии и боевые пути героев Великой Отечественной войны. Благодаря этому проекту наш класс стал еще более дружным, узнал много нового и интересного. Ты молодец такая, пионерка. Лера, Молодец. скажите, а вы с Артемом одноклассники или... Нет, не одноклассники. Я думаю, что Артем помладше, наверное. Я не Но знаю. их объединяет то, что они оба являются победителями конкурса На «Школьного секундочку. ученик года». Просто в Да, разные я вот годы. хотела сказать, Артем Артем даже сегодня... лентой, да. Как это? Всю Расскажи-ка- ночь, наверное, готовились. Расскажи-ка, Да, откуда у расскажи. тебя такая лента, Артем? Ученик года – это, на мой взгляд, самый лучший конкурс в нашей школе. Конечно. Благодаря нему мы узнаем, как помочь другу в беде, как повести себя правильно в стрессовой ситуации. Он состоит из 3 этапов. Первый этап – это общая эрудиция. В ней мы должны ответить на 40 вопросов за ограниченное время. В нем я набрал максимальное количество баллов из всех возможных. Я была уверена, что ты сейчас так и скажешь. Глядя на тебя, в этом уверенность возникает сразу. Между Дальше. первым и вторым конкурсом я участвовал в районной олимпиаде по белорусскому языку. Заняв первое место, добавил в свою копилку немного баллов. Да, На безусловно. второй конкурс – это конкурс на четвертные оценки по итогам 3-й четверти. Это мне помогло очень. Благодаря тому, что я постарался занять место и на этом этапе, я стал отличником в 3-й четверти. Молодец. И последний этап состоит из нескольких. Это самопрезентация и решение ситуационных задач по психологии межличностных отношений в школе. Ты знаешь, я, Артем, хочу тебя попросить, когда закончится наш эфир, позанимайся, пожалуйста, с Иваном. Я считаю, что твой опыт очень может помочь ему в некоторых Ты моментах сейчас корректно его намекаешь на то, что профессиональной нельзя смеяться, когда деятельности. люди рассказывают о своих успехах и достижениях. Ну, правда, но это удивляет, как минимум. Во-первых, прости, ты в каком классе учишься? В 4-м. Слышать от четвероклассника психологии межличностных отношений. Где тебе не мешало бы подтянуться. Да, 4-й курс моего университета как бы прошел мимо меня, да. Все-таки заставляет задумываться. Ну, правда, это впечатляет здорово. Конечно, дети молодцы. И мотивация. Вот говорит же, главный конкурс для него в жизни. Да, да. Мы продолжим этот разговор после того, как эфир закончится. Но мы не можем не сказать о тех всех прекрасных вещах, которые лежат у нас здесь на столе. Олеся Дмитриевна, это все ваша работа, ваша и ваших учеников? Ну, это не моя работа. Это я вдохновитель, а в основном это труд моих действительно учеников. В рамках школьной программы дети, мальчики в частности, учатся выпиливать какие-то объекты из фанеры. Ну, а уже мы декорируем с девочками, делаем декупаж, какие-то дополнительные элементы. В рамках школьной программы девочки учатся становиться полноценными хозяйками. Мы им помогаем. Кроме теоретических знаний, получаются и практические навыки. Делаем небольшие сувениры, какие-то приспособления, текстиль кухонный. Мальчики умеют не только работать с металлом в рамках школьной программы, делать цепи, резать металл, но и углубились. Давайте сейчас уточним, просто так показали вилки и ножи, это не ваши мальчики сделали, это просто... Нет, мальчики делали вот такие ювелирные украшения из медной проволоки, когда простая проволока превращается вот в такой маленький шедевр. Красоту. Да, маленькая подвесочка, ключики, сердечки. Они на скорость умеют у меня обрамлять камушки. В общем, я так полагаю, что начиная от начальной школы и до самого последнего, я не знаю, выпускного часа ваши дети учатся и предметам, которым вы их учите, и самое главное, что они учатся становиться людьми, они учатся жить в обществе, они учатся думать, они учатся быть ответственными
быть свободными. И это, конечно, самое-самое главное, за что болеют все родители. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. За час мы не успели полностью рассказать о вашей школе, но тот, кто захочет, придет к вам, правда, и вы им все расскажете и покажете. Обязательно. Ну, наверное, в завершении нашей встречи мы хотим сказать, что и для вашей компании, и для нашей школы юбилейный такой период, юбилейный год. Ну, а поскольку мы одна из креативных, наверное, школы, и мы не могли просто так прийти, просто так уйти, поэтому мы хотим подарить вашей компании этот замечательный чайный домик, который был выполнен ребятами вместе с Алисой Дмитриевной в рамках нашего школьных субботних проектов. Это был проект «Чайная церемония». Поэтому мы желаем, чтобы к вам вы всегда создавали комфортную обстановку, к вам приходили интересные люди. И чтобы мы вместе пили чай. Спасибо вам большое. Вы любители традиций и, возможно, закладываете в нашу передачу еще одну. Спасибо вам большое. Наши музыкальные гости сегодняшние, конечно же, это учащиеся средней школы номер 4. Время бурным потоком несет славу наших великих побед и берет свою силу народ у цветущих садов мирных лет. В наших венах вода наших рек, в нашем сердце Софийский собор, Беловежская пуща навек и наш Слуцкой святыни узор. Беларусь, Беларусь, мы народ этой гордой и сильной страны. Беларусь, Беларусь, только если мы вместе, тогда мы сильны. Мы движение вперед и ни шагу назад, поднимается в небо победный наш флаг. Беларусь. Этот край необъятных полей, свежей башни и детской мечты. Мы согреты теплом матерей, родником бьется сердце в груди. Мудрость предков дана нам судьбой, мы родились, чтоб строить